Открытое акционерное общество «Нерюнгри-Энергоремонт» – предприятие большое. В нем трудится почти 700 человек. Тем меньше кажется участок, о котором пойдет речь. Да и работа, которой занимаются его специалисты, может показаться незаметной и даже малозначительной. Но это совсем не так. Отсутствие электричества заметили бы все горожане без исключения. Заметили и непременно вспомнили бы о людях, благодаря труду которых электричество в наших домах все-таки есть. Участок сетевого устроительства – всего 17 человек, занимающихся монтажом и ремонтом линий электропередач 0,4 киловольта, 6 киловольт, 35-110 киловольт. Проще говоря, эти люди меняют опоры, реконструируют их и устанавливают новые. А в таком нехитром деле нужно владеть не только соответствующими навыками и умениями, но и необходимой техникой. В этом году участок щедро укомплектовали оборудованием, так что увеличение объемов выполнимых работ и повышение их качества не заставили себя долго ждать. Но не будем списывать со счетов и роль руководящего начала. С середины лета коллектив трудится под руководством нового начальника Анатолия Кибарина. А это специалист высокой квалификации и с более чем 10-летним опытом работы в южно-якутских электрических сетях. Значит, участок сетевого строительства – это одно из подразделений Нерюнгри-Энергоремонта. Участок у нас молодой, значит, состав тоже молодой. Участок занимается реконструкцией, строительством линии электропередач, также подстанций. Линия электропередач классом напряжения от 0,4 киловольта до 220 киловольт. Делаются опоры, значит, как деревянные, так и металлические меняются. Сегодня полным ходом идут работы по временному электроснабжению строящихся объектов ГОК «Шахта Денисовская», ВЛ-110 на подстанцию Дежневская. Планируется линия 6 киловольт от подстанции ПС-45 до общежития шахты в поселке Серебряный Бор. Ведутся работы на объектах Нерюнгринской ГРЭС, а также на объектах угольщиков и управления тепловодоканала. Здесь трудится бригада под руководством мастера Виктора Плохотнюка. Участок УСС существует уже второй год. Коллектив молодой, поэтому специальности некоторые приобретают здесь, на месте, как говорится. Приходится совмещать специальности. Например, сварщик у нас должен владеть навыками строительства линии электропередач. Но такие товарищи, как Жакишев, например, Бабин, Черепков, они успешно с этой задачей справляются, совмещая специальности, и своим трудом вклад вносят в строительство линии электропередачи, существование даже нашего участка. Поэтому мы надеемся на наше процветание участка, рост объемов и выполнение своих задач непосредственных. Дело, как говорится, мастера боится. Но и мастеру, согласитесь, приходится несладко. Работа, конечно, на свежем воздухе, но в то же время она круглогодичная. В жару и морозы, в дождь и в снег, невзирая на время года и прогноз погоды, работать приходится подчас в экстремальных условиях. Вот почему главная опора в линиях электропередач сделана не из дерева и даже не из металла. Главная опора – это по-прежнему люди.